Лабзику, добрый вечер. В эфире программа «Гастагуамта». Абхазская диаспора дальнего зарубежья фактически нетронутый ресурс становления абхазской государственности. Периодически наши политики проговаривают мысль о том, что без планомерной репатриации наших соотечественников, проживающих в дальнем зарубежье, решить демографическую проблему, которая у нас стала хронической, практически невозможно. Впрочем, абхазская диаспора, абхазская зарубежная диаспора, это не только демографическое решение существующей проблемы. Здесь заложен огромный нетронутый пласт экономического и интеллектуального потенциала. Вот о сегодняшнем состоянии абхазской диаспоры, ее перспективах, ее потенциале и состоянии репатриации мы хотим поговорить с членом общественной палаты Низам Хапат и общественным деятелем Ботай Ажин. Добрый вечер еще раз. Но из горячего. Парламент не смог с первого раза разрешить открытие избирательного округа в Турции. Но надеюсь, что в понедельник это недоразумение будет исправлено. Вообще, насколько нам важно, чтобы абхазы, потомки махаджиров, имеющие абхазское гражданство, естественно, могли бы голосовать по месту своего фактического проживания? Вообще, это насколько важно для людей, которые там проживают, вот сейчас в Турции, хотя там, я как знаю, там немногие имеют право, там обладают абхазскими паспортами, и, соответственно, это будет небольшой достаточно процент. Низам Юху, Обриагана Хела. Oui, Чаукуджаку, Тачакала Яху Пшод, Азнейша, Худжик, Ацухтан Дам, Тобус Саби, Аркетуни Хозер, Ирлас Аам Тайчаб Сахида Зухан. خجك حزق الزمس حرقية بري أوس زوحنا بري علق رزوحنا حرقية حوس شهرة على فترات هيتقلن الناس تركت لا يقوى فدرات حزقي وجاي مدر عبجبة بري أوس يشبع أحترى عم حشبع كل ريها يزبنا بزر أريوس واقع زر دار زيتشيو واقع حنالا قلق حب أبس وينخو أبس نزوحنا أبس ناقنا خلا أبروبلم وغيرلا شغلنا جرازنك أكر تشاقلسنا يعقلسنا يا قوت زجيا برخاوت يزبنا بزرورت رحان كرم بدري ببدي بزين زحنا اسكينا جا كونا لا قلق يو بروبلم قرمزر وزوم هي وجه حراحة تسقون الشوحة حشجز خجك أبوس حكويا أنا جزوم وز برا برلمان تجوبس حراش برسنت جورا جناحان يمرينا يحب ييس وده بري بروبلم على زوم أخا خجك أخا قليد وبرا أيل بقى عمره قليد بري يخجي حوش بري دوكومنت يجنا بري أزقون ردر قرزوه أنا برا مومنت كوجان بري ما بتشجز حتى بوتاتش سرا جورز جود وبرينا خس ياد قلود إزبان زروات درجة يشيس حزبش حكمس جي يلا تشجنا الشقطة يرلس يخني ززحن Рус Бешалухоза до конца непонятно были. Есть были вопросы. И разделом глаз зараха. Ушта я хаги халат шажон яла шажон демография айхаби хатибо эркан кутарба афонда айхаби Джон Михаил Пагизиги яла шажон. Йылыр гайд айл гара якалай. Ушта сагус гана года шаха ицбахойт хабус гана год. Уйбзио баха уязин хау. ويزين ردر كلب حاسوق وياي وشيخة أخوبش أيش كارزه أنا проблема كوكما وبرا تركتوا وجا أفرنت كار تركتوا أخبشمر هابسو أخبشمر يأكل ويادنا كلا زم أخوبش حجين جوا وبرا يقور خد درناك كورج يميبرجع يبزين يتكني يميبرجع على خروجه А я шештахызар ушта сас шо салагин избан
ариус худжик абас газет курчи нолом загва фейсбук ачи ялам чажи худжи худжала хацаз геха худжик ахва қалайда бра айл баган хазы вана буржи парламент ачи йгала захтес уштази гирдирой абри ушта брина хс акрчи азара қопсас шо анчу мхано бри урт баши тадзом япархагар сазохан يروشوا زي قارتون. ما أكرسوا ويزجير حوان. أيه. يسخص هوا problem قدم. problem قدم يدي كذا أبري حنا أحور يلا قرابري وانز جيجدور ده خوشوا ترطلا حنتكرا أفراز أنو حرق بترطلا على يو بشم حنتكرا غندك شو حنتكرا غرنزا يزود أب خرر من حرق خوشوجي. يالله جناكر تشاللن يفرخ خيد ناس يورز لو بريابش سرا يتاخو بريق الله روح السود عكزة جاكيس проблема عظيم مش زبالة. Ботал, как ты на эту проблему смотришь, вот то, что случилось на этой неделе? Для меня лично это очень больно было воспринято. Я удивлен. То есть вещи, которые вообще не должны обсуждаться. Это вопрос наших национальных интересов. Когда 90% нашего народа живет сегодня в Турции, и мы можем даже ставить под сомнение, позволить им голосовать или не позволить еще, и у нас в парламенте нашем народном кто-то пытается ставить под сомнение, конечно, это больно. Надеюсь, в понедельник это исправится, и до кого надо дойдет, что национальные интересы под сомнение нельзя ставить. Я, например, ни в какие партии не вхожу, но ставить выше партийные интересы, там, разговора нет, если это касается разных других вопросов, но в плане национальных вопросов, общенациональных, где касается твоего народа, это очень... неправильно. Я думаю, это все-таки здесь какое-то, может быть, техническое такое недоразумение. Где да, можно, конечно, украшать, но все равно в душе так никто не должен думать. В душе, если ты переживаешь за свой народ, ты такие вопросы вообще не должен ставить под сомнение. Я лично говорю всем. Кстати говоря, хотел оттолкнуться от твоего факта, который ты сейчас назвал, что 90% живет за пределами. Я правильно понял твои мысли? Кстати говоря, мы когда начали к этой теме, подошли уже более основательно, готовились к передаче, мы пытались найти какие-то вот и научные, и исследовательские какие-то работы. Есть они, конечно, и Чирикба писал достаточно большую работу, Гургулия писала, Эсма работу о диаспоре. Вот цифры очень сильно разнятся. Вот Чирикба называет, например, цифру от 200 до 700 тысяч проживает в Турции в более 20 провинциях. То есть вот это вот такой разрыв в цифрах 200 тысяч и 700 тысяч тоже говорит, может быть, о малоизученности и малом внимании к этой проблеме. И в том числе, которое вылилось, вот, может быть, и в то, что случилось на этой неделе в парламенте. Гадать можно на чашке кофе, скажем, да, много. Но это технический вопрос. Если у нас есть государство 20 лет, неужели нельзя было выделить этому моменту? Но мы не проговаривали. Ты говоришь, есть вещи, которые не надо проговаривать. Я как раз считаю, что надо все проговаривать. Нет. И вот это мы мало проговаривали, кстати говоря. И поэтому сейчас столкнулись тоже с этой проблемой. Это делается элементарно. Это же можно же все высчитывать. Есть абхазские села, есть дернеки. В каждых городах они все друг друга очень тесно общаются. То есть это техническая сторона, просто должен быть интерес. Ну, турецкая диаспора самая структурированная, конечно, из всех других. Это первым делом должен быть интерес у государства. Если даже они сами там у себя не смогли такие точности вот уточнить, то государство должно проявлять интерес. Тем более мы не миллиардный народ. Да? Для нас каждый абхазец дорого стоит. Мы должны выживать, расти, превозрастать. Тем более Турция это государство не за океаном, здесь рукой подать давно можно было бы и в этом вопросе найти ответ. Но здесь, мне кажется, все-таки нам все время как бы некогда было. То есть у нас всегда куча проблем была, и единственное, наверное, какие-то экстремальные ситуации, типа войны, которая произошла в Сирии, нас вот как-то заставило быстро как-то очень
оперативно среагировать. И вот в этой связи, наверное, хотелось бы поговорить и затронуть вот эту проблему сирийских репатриантов, которых война заставила, собственно говоря, вот в таком авральном порядке переехать сюда. Я знаю, и не только я, там многие знают, что ты принимал активное участие, вот содействие, вот как общественник в этом процессе, и до сих пор как бы занимаешься этой темой, и всех их знаешь. Вообще, это год назад активно в СМИ все проходило, у нас по телевидению все показывали, как весь этот процесс проходил, как они устраивались. А сейчас вообще что там происходит? Сколько людей осталось реально, сколько назад уехало, обеспечены они ли работой, какие у них проблемы, мы же об этом как-то не очень-то, наверное, проговариваем. Наверняка вот только там фонд репатриации, куда вот есть центр, куда они могут прийти, там пожаловаться, поговорить о своих проблемах, а больше вот другое общество, оно отключено. Да, Я, к сожалению, это неправильно. Да, я, к сожалению, заметил, очень многие жалуются. Немногие, но какая-то часть есть абхазов, которые вот как бы недовольны, им кажется, что вот их объели, проблема Ерему, Сириан Пиаза, Уажлар, Хаджинджуа, Язович, проблема ко Уаласважергистахану, Берт Ауаге. Вот те, люди, которые вот недовольны, они же тоже наверняка с ними встречаются. Есть же такие, которые... Вот, давай с цифр начнем. Сколько приехало, сколько осталось, сколько вернулось. Ты можешь свои какие-то данные сказать? Приехало, знаете как, около 560 человек все вместе, то есть после основных групп, потом семьями отдельными заезжали люди. Уехало около 40 человек, вот недавно это было где-то в течение месяца, но это и то не полными семьями, насколько я информирован. Есть пару полных семей, а так и члены семьи. Это естественный процесс, во-первых. То есть человек имеет какие-то дела, кто-то поехал в Турцию, кто-то в Сирию, его семья здесь находится. Это нормальный процесс. И я вообще особо и не разочаровываюсь таким моментом, потому что я считаю, те 500 человек, которые сегодня здесь находятся, они сами себя дополнят в том смысле, потому что у кого-то братья, у кого-то сестры, вот у них уже процесс пошел. Вот сегодня, например, мы приглашали человека, да, он поехал свою сестру встречать, то есть они брат за братом приезжает. Вот эти 500 человек, возможно, если мы сможем их адаптировать, а многие, кстати, очень даже адаптировались неплохо сегодня, среди них очень много специалистов, есть, которые не нашли себя, единицы, но это обычное общество, как и мы. То есть выделять из контекста какого-то там человека, который там себя не нашел, и ставить его в пример, это глупо. Ты считаешь, что процесс сирийских возврата удачно прошел? Более-менее удачно прошел? Знаете как, я вообще считаю, что вопросы репатриации невозможно удачно решать. Отдельно взято. Отдельно взято по каждой ситуации. Вот, например, в Сирии случилась война, да? Никто к этому готов не был. Но это хороший опыт для нас. То есть такой наплыв наше государство ни разу не встречало, даже в моменте было растеряно, но тем не менее и общество. И тот же фонд репатриации, я насколько считаю, тоже достаточно. И МИД поработал, все поработали. Конечно, все поработали. Сейчас выделять себя кто-то, я не считаю, что это будет правильно. Это, если даже что-то делаешь, это ты делаешь для своего народа. Но мы опыт какой-то приобрели, считаю. Опыт приобрели, но я считаю, конкретно, то есть никогда у нас в плане репатриации успехов не будет, если наше государство, сегодня идут выборы, да? Обычно за репатриацию вспоминают во время выборов. Все говорят, нам надо возвращать, каждый кандидат об этом подчеркивает, мы должны возвращать свой народ. Естественно, мы обязаны возвращать народ, это наш потенциал. Мы маленькая нация, мы иначе вымрем. Но чтобы это делать эффективно, нам необходимо, чтобы наше государство приняло государственную программу развития репатриации. То есть, чтобы мы никогда не обвиняли людей, которые руководят репатриацией,
То есть сегодня может один человек работать, завтра может прийти другой работать, послезавтра третий, вечных не бывает, правильно же? Процесс Но это должен репатриации быть не должен механизм. страдать от этого, Это да. механизм должен быть. То есть даже кто бы туда не пришел, Ну, это должна быть поддержана кто бы туда финансовая не программа пришел, реальности. он, какой бы он ни был уникум, то есть это целая тема, здесь психологические моменты существуют, здесь целая работа, здесь должна быть системно выстроена работа. Программа, государственная программа, это что значит, на мой взгляд? То есть репатриация не должна самовольные какие-то решения принимать, а ее перед этим фактом и ставят, понимаете? То есть человек приходит, естественно, он хочет что-то сделать хорошее, у него нет определенной государственной программы, и он начинает самостоятельно делать какие-то шаги, у кого-то это успешно получается, у кого-то наоборот не получается, а мы, естественно, начинаем винить, кто за это болеет, общество или представители общества, или просто простые люди. То есть, когда есть система, когда государство знает, что оно должно делать за этот год, у нее определенная сумма идет, это деньги, не то что государство, да, конечно, это деньги каждого человека, от каждой зарплаты, то, что капает, это народ отдает, чтобы возвращать свой народ, правильно же? То есть, и это все должно быть настолько выстроено, мы должны знать, в год сколько мы должны построить коттеджей или домов, чтобы привлечь столько вот определенное количество людей. Какие главные проблемы были? Ты с ними более тесно общаешься и знаешь проблемы. Какие самые главные проблемы, с которыми они столкнулись? Вот именно сирийские. Естественно, люди, как человек, приехавший с войны, мы обижаемся на них очень часто, они не такие, они там, у них такие проблемы и всякое. Надо вспомнить, что и у нас такая же война была, и мы до сих пор за 20 лет не вышли. Сами психологически не вышли из этой ситуации. У них, естественно, психологический стресс. Правильно же? Человек, приехавший с войны и приехавший с мирного государства, да, то есть не с войны, это два разных человека. С ними должны обязательно работать психологи первым делом. Однозначно должны работать психологи с каждым индивидуально. Есть слабохарактерный человек. Работали в нашем случае? Нынешние работники репатриации, там не то, что начиная от руководителя, а прям с низших чинов, это каждый исполняет роль психолога. Но психолог это профессия, понимаете? Я не могу быть психологом. Или вы не можете быть психологом. Это профессионалы должны этим заниматься. Даже и не тех, кто, скажем, с войны попадут, все равно это другой мир. Даже с Турции человек, который приезжает, то есть на будущее эти моменты обязательно надо учитывать. Хорошо, в принципе, вот мы говорили о Сирии, там вынужденное все-таки переселение, война. То есть была бы там мирная жизнь, вряд ли они переселились бы. Мизан ура и вешксен реханы и цойта брехухан хришти. Убри Эйбешанил гамештех бритурплон пяз роб убежиги абрейкон ховш. Чцха яз зюквиджи кропи турплон. Убас изалы. Абрех амю зыч амю убас изгени изалы ва абрех анхара ргамхой мао обречен захни нахзалы يرحوا درا ابرخي انخارا وش انخارا زحن وجزيج روسكو يكشني قدم تركوا حش يقوا وصور زما مغارو اخبرخ يبشم يقالي ماما وسنزا يبشم حوالي ياشزم اي بشرش نختار زي تشكن او تركن عايز زو نبزم حابراين خو وانزي خزي دار زي تشكن سرابوس كويانا بود أبرز خاص أو صورته أو ينيم يخان أو مش خن كريم فار دزن خزون أو صورته قد زمست أبروبلم كيرتشني يخان سرابوس كويانا بود أبريا وبس أو صورته تبقى خا مززفان يجيجني يسازجد قليد يزبانا جزاري تاچرا يخوچ ديبرو با излайгу и хайгу издырзомуз арақ абша сигир издырзом жогу ибзин издыргоб бот иханаб аздыгоб шпархо характер яха дугоб яха чхариму яха жабай барге
دان خود اگه خوجگ ایزان یا هایی چیو بی یارگج نیو حاضر بري وسورت اگان خلا دار ز وسور يتخوب يخا وبرزان زي بشري يالغشت وبرزان ز خوجك وبري اگان خلا خوجك حخم بيست حرا حكويا انا كده بس نو ترتون دي عير حاش تعاون رحت يخن خش رحت بريالا بروبلم انجد ناس شبي وسط ما وسورت اكتي بروبلم او وسورت نيوتلك اك يري خيبود او بده أواجلا درلم يوس نيوا أبش يحي بزينيتون أو سورة نيوتلا يحي لس أدابتاتي دخسوان حرو بري خوجك يحخاشتلا حرا يجاشوك سو أبري حسخوتون ترتولن دوما سيرن دوما حاشا دايد أونا يحدد بروبلما حالق ديفسو حيقوتوان ديفسو يخا سرا خوجك عياش يسوار استخوب خريب سراديوني با دارد برج سيرن دايس حاشجي يجدرو دوسكي زنقلا خشوق يعني زيجي يخا фактически زيجي ريوختا يخيجو обри خشوقي агирт яйрен يوغي زيجي ари яшеза ара زيجي حنكر زيجي مصورتك وزيجي حب ميدوم حب апортом администрациом زيجي عاوز زيجي روس ياد глором يتخرار رепатрация يتخرار حرس خرارو أوسورة يحكرو هجنا أوسورة دال حركرو بجا دا يحب فيرما частная фирма يجاز عزقون بحث رويت هجاز يحب خوك جوك أوسخي وجديد يقلر адаптация гирлас كده خسويد يتعشرجي بود يسحنبش يرتشنا проблема كا زنقل يوزبون أبري حالة شو زومز أونا يحدد حايل ده problem حزب ده وبسهم يخا خريبس راديونوفيتش خوجيك ستامز سرا يوحنف يجاش سبراحو سرا دار ديوسوش سكوب خود حرجي يخيتو قحيد قلون خوجيك алша ابو يخا سورين دايز ачкун شو زيجي اوسور تتبقى يرا يمچلا حرامچلا اشبرحو اوسور بشانه زيجي وسي ديروي ترد قلو در проблема كوز زيجي اشبرحو وقتی چنگی دجو ари дара захку яхуд и алсаги яхпо халаги. Я хотел поговорить о какой-то, знаете, особенности именно вот, абхазской диаспоры и репатриации, собственно говоря. Потому что есть примеры стран, где вот репатриация – это одно из таких генеральных направлений государственной политики. Я имею в виду Израиль, там Армения, Венгрия, да и в России сейчас это достаточно серьезное направление. Но, например, если сравнивать с армянской или там и еврейской диаспорой, там есть все-таки базовые такие вещи, которые облегчает во многом этот процесс. Я имею в виду, кроме лобби так серьезного экономического и политического в странах, где живут диаспоры крупные, там есть религия, которая их объединяет, или язык, который их объединяет. У нас в этом смысле как раз то, ну, язык еще как-то объединяет, но вот есть разные конфессии, представители, я имею в виду то, что касается турецкой диаспоры, сирийской диаспоры. Вот и при том, что представители других национальностей, об этом мы тоже говорим и в соцсетях, и, то есть, и через гастарбайтеры и так далее, достаточно быстро адаптируются здесь. И намного быстрее, чем это делают наши соотечественники, допустим, из Турции, и из Сирии. Почему так происходит? Я понимаю, это ментальная, может, вещь, я не очень люблю это слово, но это такой комплекс и психологических, и исторических, и так далее моментов есть. Все именно происходит, я считаю, я вот опять же возвращаюсь, то есть человек, должна быть государственная программа по репатриации, да, где будет заложено все до мелочей. Кто бы там ни работал, чтобы человек пришел, уже системно отлажено, принимает, работает и не отходя от системы, которая предоставлена, да, то есть как, человек приезжает, например, он обычно на простой бумажке должен получать с первого дня информацию, какие у него есть права, что он должен ожидать от Абхазии, что он может, где себя может использовать для Абхазии также, максимально, естественно, как Низам повторял, вот, трудоустройство – это самый главный момент. Ты хоть во дворец человека засели, если ты его не трудоустроишь, то есть человек голодный не может существовать. Но есть такие моменты, кстати, да, вот
Израиль сегодня, если обратить внимание, Израиль сегодня на ноги встал благодаря своей репатриации. То есть мне кажется, вообще все наши беды происходят от того, что нас мало, и мы не используем свой потенциал. Понимаете? Вот, но Да. там все-таки как бы израильский вариант, он заметно отличается от наших реалий. Это государство фактически... Там как бы, система. да, Там система. Но финансовая подпитка и этого политическая, проекта, да, там, всегда лобби шла очень. извне. И до сих пор как бы основные потоки, я думаю, помощи финансовые исходят как Я раз думаю, от когда будет- еврейской общины, тех, которые зарубежные общины. У нас, к Потому что сожалению, есть этого нет. доверие. Да, Давай есть начнем Есть доверие, да. с самого главного. Доверие Когда кому? нет доверия между нашим обществом и Ну, нашей внутри, репатриацией. И внутри самой Диаспора, диаспоры, ты да. имеешь в виду? Естественно. То есть человек, чтобы даже, я уверен, есть такие люди, которые готовы были бы, скажем, да, помочь своей республике, создать рабочие места. Ну, как знаете, у нас многие такие моменты происходили после войны. Даже те, кто пришли, многих мы отпугнули. У нас главным образом доверие должно выстраиваться не за столами, а на самом деле делами. Делами надо. Должно быть доверие. Когда ты просто даже, конечно, каждому приятно, когда слышишь, твой брат приезжает там из Турции Ну, на тут есть, одном знаешь, языке вот есть же общаешься. такие проблемы, я хотел бы поговорить о проблемах, потому что все-таки, даже когда был момент с волной сирийских репатриантов, у нас тоже говорили так, вот есть молодые семьи, есть там необустроенность внутри, понятно, состояние экономики в государстве не самое лучшее, и это тоже отражается прежде всего на репатриации. Когда общий фон экономически достаточно слабый, принимать и переваривать в хорошем смысле слова это очень сложно. Это очень сложно. Это Конечно, действительно нужна экономика. обременительно Но с другой для стороны, у нас вот этот такой люфт экономики. исторический, он небольшой. Мы же все понимаем, что это может скоро, во-первых, закончиться из-за геополитических каких-то моментов, а потом, насколько я знаю, и особенно это в Турции, я с этим тоже сталкивался, и они об этом говорят, что там абхазская диаспора жила в основном все-таки в общинах, где сохранялся Сельской язык, местности, обычаи, да. да, это все-таки благоприятная среда для сохранения такой ментальной. А сейчас она экономически уходит в город и так далее. То есть этот зазор небольшой, и нам списывать на слабую экономику, на блокаду. Не стоит. Но оно надо учитывать это все. Но как-то нужно о приоритетах говорить, это, что важнее для нас. Если это превращать в расход, Да. конечно, это невыгодно. И, конечно, это будет провально. То есть даже дело репатриации можно превратить Да, в доход. да. Это первым делом это людской потенциал, раз. Вторым делом, например, вот Израиль дает жилье своим репатриантам, он им не дарит. То есть человек должен знать и нести ответственность за предоставленное жилье. Не обязательно его, конечно, нагружать там большими суммами, просто исходить из его зарплаты, он работает. Это все можно фиксировать, правильно же? Вот определенный минимальный процент человек будет ценить то, что ты ему дашь. Это не зависит, он абхазский Да. репатриант или израильский репатриант. Человек есть человек. Он должен с каждой своей зарплаты обязательно вносить, когда их сегодня живет, скажем, 1000 семей, то есть это самоокупаемость получится, если подходить к этому грамотно. Но при этом Это должно выгодно обеспечить для нашей работой, экономики. То Но есть, при этом но работа давайте должна обратим быть. такой момент. Вот турецкие абхазцы, да, сегодня. Сирийцы приехали, год не прошел. Турецкие абхазцы сегодня, да, я бы не сказал бы, они наоборот создают рабочие места местному населению. Они в Посмотрите экономике на уже что-то набережной, значат, везде, конечно. да, Кафе у них торговые открывают, да. базы, у них магазины, они Да. каждый человек, практически репатриант наш, создает помимо своим же репатриантам еще и местному населению Рабочие места. рабочие места. Это выгодно. Это выгодно. Понятно, не каждый Но, бизнесмен. тем не менее, это вот как бы, зная Это налоги. потенциал, имеющийся в Турции, и то, что сейчас здесь, видишь, ты понимаешь, что все равно это капля в море. Это капля в море, это вот приехали люди, которые там искренне там что-то... Да, вот это думают, патриоты, которые да, приехали... может я потеряю, а хабрей Алла стоит парак
Акралцер, Ялцит, Яламцер, ну, Я многих людей встречал, очень часто встречаю с Турции, с Египта, вот недавно к нам приезжала тоже делегация. Практически со всех стран, когда абхазцы приезжают, мы, ну, как-то получается, мне это интересно, я попадаю, общаюсь с ними. И приезжали очень серьезные бизнесмены. Часто бывали такие моменты вот за это время. Первым вопросом они задаются, понятно, патриотизм это патриотизм, но человек, бизнесмен, который заработал свои деньги своим потом, он знает цену этому рублю. Понимаете, да. Первый вопрос, можно вот пообщаться с юристом, да, вот они интересуются за бизнес определенно. Я говорю, ребята, Абхазия, пожалуйста, мы только рады, да, но, естественно, первый вопрос – законодательная база. Садятся с юристом, задают вопросы, и они тут же падают духом. Понимаете? Почему? Потому что наше законодательство не защищает не то, что их бизнес, наверное, и наш бизнес. Понимаете? У нас несовершенная законодательная база для благополучного бизнеса. То есть был такой момент, скажем, наш однофамилец приехал, он говорит, вот хотел там швейную фабрику, у него большая швейная фабрика в Турции, да, и что-то подобное хотел здесь открыть. Просмотрели, задал вопрос юристам, он духом упал, он говорит, вот, а ты знаешь, говорит, если у меня на час фабрика остановится, скажем, да, свет просто выключится, все бывает, кризисы бывают, мне государство, говорит, компенсирует это, мой рубль застрахован. То есть, а здесь у меня нет никаких гарантий, естественно, я просто могу, конечно, подарить там абхазцам там подарки сделать и уехать, но бизнесом я здесь не могу рисковать. То есть, надо привести в порядок. Я не понимаю, почему 20 лет не надо ничего нового придумывать. Это запрос к депутатам, ты имеешь в виду. Ну, кстати говоря, у нас всегда такая негласная квота была на репатриантов. То есть, в парламенте всегда один репатриант был в парламенте депутатом. В этом, кстати, составе нет. Никого нет. Второй момент, что я очень хотел бы подчеркнуть. Во-первых, они должны себя ощущать как дома. Вот сейчас вот мы все здесь сидим, и вот давайте вот назовем хоть одного человека во властных структурах из числа репатриации. Ну вот член общественной палаты только, а больше другого. Общественная палата и общественная палата. Я имею в виду более-менее знаковых. Важный момент сказал. Сегодня, на самом деле, если мы хотим, да, вот совместно Хайван Харах Тахазару, Ванги Сханевш, организация, любая организация, елым хазагва. И хада хкалар бари репатриация масар الخير рух да якужны нас ишу да гойқазах я хайшу қайбш уяшазам. Уяшазам алчыги қалазом нас Ибрагим уже аззара қаузы да бас ёжырса зид изим айу хайзыгам. Конечно, алчса қалазом ус аусура думгар дудум кылыр апсы гизом адаптация гизахыстом. Аусура дану қалакс. Я почему говорю, скубуло да зохан скина гизхун. Аусура аву данала қалак. Апсы гизуд и тачарги bod адаптация гидахысвед аузе гирход усок зами. Я считаю... Зыныкала несколько проблем сразу снимается в одном же тоже. Мы об этом с 20 лет вообще не говорили. Я нигде не слышал, ни об этом, как будто такого проблемы нету. Никто не озвучил. Я вообще, знаете, мы какую-то карту составили, то есть сейчас попрошу режиссера, чтобы он карту показал по диаспоре, которая вообще существует в мире абхазской. Я опять же сказал, у нас очень разные цифры, и мы даже, мне кажется, надо начать с учета. Извините за такое грубое слово, но мы должны знать, кто, где и сколько есть. Вот судя по тем разрозненным данным, что мы нашли в интернете, включая Википедию, вот такие цифры в Турции. Но это, я как понимаю, это очень старые данные и очень приблизительные, и официально подтвержденные, видно, имеется в виду. Даже поэтому турецкую цифру не всерьез не рассматривают. В России 11 тысяч, тоже, мне кажется, это заниженная цифра. В той же Москве там около 3,5 тысячи, в Краснодарском крае, на Украине, вот даже в Аджаре 1500 и так далее. Да, кстати, только в Аджаре около 3000. На Украине 1400. 1400. Согласно, опять же, той же Википедии. То есть, мне кажется, все-таки мы должны знать, где она. Мы, кроме, допустим, такой прагматической вещи с точки зрения государства, как демография или там экономическая составляющая, не все евреи должны приехать в Израиль. Там, где они живут, они составляют экономическую элиту, политическую элиту, и то же самое Армении касается, и России. Они там могут пользу стране огромную приносить, лоббируя наши интересы экономические, политические и так далее. То есть мы не учитываем во многом вот этот потенциал в той же Москве. Многие уезжают учиться,
Кстати, турецких это не так. Кто в Турции учится, они все возвращаются в Москву. Кто уезжает, очень многие там же и остаются. И я понимаю, что они не могут приехать сюда на зарплату 3, 4, 5 тысяч, и у них остается два пути, или у мамы и папы на шее сидеть, или начать тоже как-то на своей должности придумывать, как зарабатывать. То есть проблема есть, конечно, в нас самих, в стране, которая единственная в мире, называется Абхазией, и в которую так или иначе должны стремиться все абхазы, которые живут, где бы они ни жили. Начну я вот не договорил, не успел Да, договорить вот перед этим то, что мы обсуждали. То есть должна быть, пускай это будет даже внегласная оговорка, я не знаю, или это законодательно закрепить. В каждом ведомстве, пускай это будет мэрия, пускай это будет Министерство экономики, ну, все, да, в каждом ведомстве хотя бы один репатриант должен быть задействован. Репатриант должен знать, что у него есть перспектива в стране, а не то, что вот он имеет деньги, прийти и сделать бизнес, и мы все заживем за их счет. Такое не бывает. У него должна быть перспектива на родине. Он должен знать, что он здесь может стать президентом, что он может стать министром, что он может изложиться здесь у себя на родине и сделать пользу своей стране. Есть такие амбициозные ребята, но они как чужие. На самом деле, потому что не могут. Да, у нас это все наши беды. То есть мы можем на них сваливать, многое, но они приезжают. Я как раз сторонник больше на нас сваливать. Да. Все Потом второй момент насчет у нас очень неправильный закон, то есть который был изначально принят. Ну, тогда были такие времена. Например, у нас признается репатриантом только те люди, и 5 лет потом, кажется. Только те люди, которые покинули Абхазию во время русско-кавказской войны. Да. Что значит? Это, да, дай бог, русско-кавказская война, это трагедия. Предки. Да, ихние потомки. Наша репатриация сегодня в бывшем Союзе, наверное, нет города, где но они родились. Тоже получают же, у меня, например, родственники в Украине. Они получают, не считаются репатриантами. Да. Ну, они получили паспорт. Это наши дети. Это наши дети. Конечно. Когда-то человек жил там, Конечно. у него была семья, он умер. Дети остались абхазцы, они оторваны от родины. Сегодня они сюда захотят приехать, то есть, да? Хотя они иметь шанс должны. Они должны иметь точно такие же права репатрианта. Да. Израиль не разделяет. Да. Которые убежали во время Первой войны, Второй войны, Третьей войны и так далее. То есть мы очень огромный потенциал теряем на территории бывшего Союза. Сужаем вот эти рамки. Мы сужаем эти рамки, боимся чего-то, чего непонятно, я не знаю. Это существует проблема, но... Это очень серьезная проблема. Кажется, все-таки мы, Абхазия, слишком такая как бы маленькая, слишком неустойчивая у нас все-таки ситуация. И вот нынешний кризис, как бы, это тоже как бы отображение нынешней действительности. И мне кажется, все-таки главная проблема, наверное, то, что диаспора сама не очень подключена вот к этому процессу. То есть становление того же израильского государства, то есть там практически вся работа вначале легла на плечи самой там, еврейской диаспоры, разбросанной по всему миру. Мне кажется, мы очень плохо, вот допустим, московская диаспора, она более-менее какое-то активное участие там, в каких-то социальных проектах и так далее, она принимает даже участие, и в политических принимает участие в Абхазии. Но вот, допустим, найти вот более-менее какое-то вот применение, есть, допустим, я думаю, в Турции, где проживает там по разным оценкам, ну там от 200 там, до 700 тысяч, есть и бизнес, и люди, которые имеют и серьезный бизнес, и которые могли бы, и имеют, у них остались вот эти как бы чувства вот это своей родины, патриотически, есть желание помочь. Они не собираются сюда переезжать, они там уже родились, выросли, уже там 3-е, 4-е, 5-е поколение живут. Да, но кто-то хочет, но вот они могли бы, допустим, посодействовать, но вот у нас всегда вот какие-то проблемы. Я не знаю, у них там как-то не очень организовывается, а у нас не организовывается. Мизан я Ваги проблема
худжик Айчкараджо. айчкара мацарагзам худжик ассимиляция Ассимиляция. яхтаху яхтахым угиго ирашна وبيخاو بري حابة برا أبري أبس ورا يشبرحو يادقلنا بروسة زخولا وخكي چنجي روس كاجن تاچرا كاجن أبري جو يجيبش بساعت أبس ورا أشتخ أبري أبس نزوحن يجو أشكون شقو باز حيحبرقو أخي ماجو سيجي در رخت ياكو ببري خانترا وتت هاتي مريض أبرا خجوك يصدر ميقاتو خجوك يعرفتو عايزخرا أرا برنامج قطني بزيان وهيدقلنا خجوك أوس ناوي حرا حبسوا خجوك يشبروا حيب خطة وس عود زوحن ألصي يغلطهم أجي أريد يتخم أريد يتخم أراجي غو أراجي حمو يش اشتغل واجي حمو هيدقلر حزماي وكام زرقازم خجوك هيدقلر أخا خجوك يسحر يستخو أزقتن دام تقوى أتوقع دام تخرج حيدقولوا حلقة دان شيء حار عن شيء حاد بري يقو بروبلم خرج حرعي وحلقة حنيدقولوا عبر ريباتراتو ميد يحبوا فيدراسيا ناس حازي يحمش كوي بحتر يحالم شو كازم أخا خرج وبري حسخوسنا حمش كوي بحتر وبس بروبلم غو бота وبري بزخكو. Самая главная преграда – это доверие. Доверие. То есть в чем заключается? О том, что вот я перед этим говорил. Чтобы люди ощущали себя как дома. То есть между простыми людьми, даже живущими здесь, чтобы выстроить доверие, уходят года. Правильно же? Когда человек приезжает с Турции, может зайти в Министерство экономики, узнать кое-какие вопросы, встречает там своего земляка, который может его встретить и решить все вопросы там. Также в любое ведомство зайдет, там встретит своего земляка и так далее. Это путь к доверию, понимаете? То есть мы хотим у власти только, чтобы сидели мы, они чтобы только приезжали, занимались бизнесом, верили нам. Еще нам отстегивают. Да, и чтобы у нас пополнялись налоги от их Давай дохода, более общий понимаете? вопрос, общий вопрос поставим, который вот Мизан задел. Это вот очень сильно. Какая платформа должна быть общеабхазская? Все-таки, мне кажется, базис базисом, но надо начинать с надстройки. То есть, что идеологически? Мы должны для себя понять, вот момент объединения, может быть, надо начать с того, что мы вот этот раскол внутри Абхазки должны решить, чтобы к нам уже потянулись вот эти осколки Абхазии, которые рассыпались в Кавказскую войну, еще раньше мамилюки в Турции и так далее. Может, проблема вот может быть в нас, потому что мы вот тут не можем никак... нас выборы могут расколоть, нас это может расколоть, еще что-то. И мы их тоже раскалываем. Кстати говоря, часто диаспора тоже использует, и она тоже становится сторонником или одной кандидата, или другого и так далее. То есть мы должны вот вопрос внутреннего раскола решить. И какой идеологический, вот у армян, у евреев есть там язык, религия общая. Что у нас должно быть общее, которое вот многие говорят о Апсора, возрождения, модернизации, может быть, вот каких-то понятий, какого-то свода, что вот какая-то платформа, которая позволит и необходимость тянуть любому абхазу, где бы он ни жил, тянуть вот сюда взоры, взгляды, свои действия, вот на ту родину историческую, от которого его предки вышли. Вот что это может быть? Вот ты сталкивался, вот как ты чувствуешь, вот твой опыт какой? Я думаю, знаете как, национальная идея, очень часто задаются этому вопросу, что должно нас объединять. Наверное, нас должно объединять забота о наших детях. Вот, понимаете, у нас сегодня... Да, забота о наших детях. Кто там, допустим, живут абхазы где-то в Канаде, там уже там 3-я, 4-я, до этого жили они в Турции, там дети у них нормально, они о своих детях побеспокоились. Что должно тронуть вон того абхаза, гражданина? Не, я говорю за внутреннее. Не, я говорю всех нас в целом, которые объединили бы нас как идею. Вот это и есть. То есть дети, которые и в Турции, и в Абхазии, это наши дети, правильно же? Забота о наших детях, когда я говорю, я подразумеваю будущее. Все. Ты имеешь в виду? Я имею в виду будущее, оно так и есть. То есть, если мы будем думать о будущем, а не жить однодневными вот вопросами, да, вот, например, ты говоришь, выборы.
Почему нас должны раскалывать выборы, я вообще не понимаю. Выборы должны проходить как праздник. Да, бывают трудные кризисные моменты в стране, это не только у нас, то есть не только в Абхазии вот такие будоражащие ситуации происходят. Есть государства, которые воюют. У нас такие вещи, естественно, не должны допускаться никогда. То есть и сегодня у нас есть шанс, дай бог, все красиво провести, я надеюсь, и достойно надо, все кандидаты должны себя достойно вести, там никаких обид не держать, это выборы. То есть для меня лично, да, если я даже кого-то и в душе держу, хотя пока вот только присматриваюсь, да, я считаю, первый признак любого кандидата, проиграв или выиграв, он должен по-мужски, по-абхазски подойти, друг другу руки пожать, и не напрягать народ, и спокойно уметь проигрывать, уметь выигрывать, и в итоге даже большой будет им всем плюс, если они со всех своих партий смогут объединить весь потенциал, потому что в каждых штабах есть очень умные ребята, вижу, которых можно использовать для страны. И вот так мы должны строиться. А с репатриацией нас должна, естественно, основа это строительство нашего государства. У нас государство только на пути становления идет. И мы должны честно, открыто вести диалог, а не то, что там друг друга обманывать. Выстраивать доверие надо. У нас тоже есть основа. Не только у евреев там религия объединяет или у кого-то. Мы вообще уникальный момент в абхазском народе присутствует. То, что мне кажется, я не знаю, где-то вот у других народов подобное есть. То есть для нас нет такого вопроса. Ты мусульманин, ты христианин. Все молимся единому Богу. Для нас это не... Если где-то за это воюет, то есть у абхазов этого вопроса такая. Нету. Это тоже это наша традиционная религия, которая является основой. Мы как бы не хотели бы закрывать глаза и прятаться от нее. Может, то есть это религиозные взгляды, это право каждого. Нам не надо создавать идеи, нам не надо искать нового Бога. У нас есть Бог единый, мы все молимся. Понимаешь? Зато хайны малой, ханы малой турктулан пияу апсуаги, рейку апсуаги. Бра, а кытаку зейпшимепша браейланху, кытац пхидза, хоч сахек румуп. Убартги убасоп изау. Урт псалманчу, парая ахгарау маалот, кирсянчу пархот знызынла. Ура это илок усоп. Да псалманум от кирисянум апсу да псу. И псалман на миллион кабре хамандес. Один патуаку, по апсу арыпш, один патуаку, создеру мамилатку, и цигю опа. А хазуй проблема зам. Мизан Дазим, наверное, тоже. Мизан سرا يخص أبري أبسو حزك هيدزك لربيقي هيدزك لزهراء عن شيء هيتز أبصورة أو دتشك معك أبشارة تقسم يرتشنا خسرة تقسم سيستمك خسرة تقسم حرايقة أبصورة نوع أحكر автоматически шпарха автоматически يرتشنا проблемك يرى خلا حبس وريحمو يازبود أخوجد يازش أخوجي حب دنازو أبصر الدوازر يحب يخا يحتخو وس حجر بروبلم يحمو بري خوجك هم يقنا دتشكل يشبرحو بري خوجك بري يسدرزم يبان دحك أكر شرقن دغما بري يدمن شو ну яха язо хочек абри абсора яхацк сабне улица ишпар улица янне дачек мир ками дуне ками убрах яха яхан абри абсора ла язо хоче ахан наркотик кайцзом сарбус куяне гот ахан убрах ихиме пиг абрах дейстун дахчут абсора хоче дахчут хара анче хайт забсора хариштахр حشكول قرصة الزرع حرصة رحبة خوچة دن خوچو يورزة يرد زوستدو يلايش يكابزة يحب يتب يقا أوسك دنابشلك يقا شيء ما بيجش خوچي يورزة أخان خوچة دزم خوچة تكنه دوم زاد أبرياب صور يرد دخشو حرا يقا خوچك بري حالة شجزم يحخش لتصوب خوچة وبرياب صورة مثلا و أبصر خم بده
убри щагутси готова хауядаге ауайд абре адуне дуача пшини юни жиже حنكرر جاب سواكن خود رحيته بصاق أقبح حنكرر سدرو مستخوت وجي إنترنت والتلر زيجوانا حودنا أخو برت وبجرا حنكرر كورزيج رجوا أسو نكبشر وعكبشر أبسو أخيب كن خو وجو برا أبسو بسوات أسا ويشات أخو أبسو بسوة بس شما خمزر أراجع أبصر ذكور خشت نيقو بحرير حوت أخياتنا كوح خشت نيقو بخوج جرا كندا وح بلجيا وح شويساريا وح أبصر أخيكون خوج ودر خد كولتورة قب والشح والجلوباليزация يقو زيج أتنا كوزيج ياتنا قويلا جت أحتخم وبري أحتزو حلا جت أخ أبري أبصر حيدسكو بس كرم сход أبري حبسات جلون вот где бы кто бы там где ни жил вот там же у нас же еще не только махаджирство, которые ушли. У нас очень большая часть там уходила, частями уходила, она как каждое там столетие по несколько раз уходили, и что греха таить, у нас там и работорговля, и все, что только это не было. У нас наша история не только славная, но и немного дремучая. И там и мамлюки были, и там в том же Египте, огромная диаспора, которая... И очень, вот да, уже пошли у нас контакты. Да, которые не сохранили язык, у которых, как бы, они все-таки больше уже там столетиями мифологическое представление. Да, мифологическое представление, они в мусульманском... Они уверенно себя ведут, они себя называют абазами, не считают себя арабами, хотя это уже сколько лет прошло. Но они уже не владеют языком. Они уже как бы полностью влились в вот эту арабскую, там, мусульманскую культуру. Хотя себя арабами не считают, они считают себя вот отдельно, там, абхазами, абазой. Да. Воспринимает окружающую среду. Рыжула когяном, хазига, абазахаяном. Но вот для этих людей все-таки должно быть какое-то объединяющее начало. И для многих людей, которые все-таки, допустим, и не владеют языком, как бы традиции тоже, может быть, забудут. Я вот думаю, лет через там 30-40, когда и в Турции такая же проблема будет, когда сельская местность уже тоже, как бы, очаг, вот, сохранявший вот эту абхазскость, он тоже, как бы, тихо-тихо, да, видоизменится, и просто урбанизация, она поглотит тоже абхазское население. Вот тогда я вот думал, наверное, самая главная идея, которая может объединить, что вот есть где-то вон там, на берегу Черного моря, маленькая страна, государство Абхазия. То есть это вот носитель ценностей. Откуда? Это вот такой как бы очаг. Генетического кода носитель. Он знает, где очаг. Вот мне саби гуарата, сабдуй гуарата, хамхой, убрах хамцой, губло это убра кахера бре гуарата хавожиге, шукар гуарата карыжи, то егнеом, егаем, рнышин тракой опаха. А из хашт гео опаха. Убри убас, ну, джерабас убриагана халабри от хахопшир, ава апсва. تم حد كارا كورتي يكون خو رجن زي نحجر بري يخا يبسوب حس خص بخزو خص بسوا زز دين كو شتى يسخاشت زي يرتشني أو بخا يجز بخيت حبساسو برحوي تخا واحد رزحهم أخا أبني أبسنا رلوم حينتسلك вот убри ргу анацой. Ргу анацой убарт рызги бри убри идея чунзи нахгароб. Вот, но мы эту идею можем только привнести туда, если сами здесь, в этом государстве, собственно говоря, сделаем это государство удобным и цивилизованным.
И тогда вот как и бы сохранить свое лицо. И сохранить свое лицо. И тогда, может быть, мы через вот этот маяк, да, мы маяки без шаги, я шами это дин коге культура ге хазиге убряла типику пусть они свою, может, дадим возможность вот коротко, у нас не очень много времени, как-то сформулировать. Вот мы говорим об одном, абхазская идея, какая? Проект какой должен? Абхазская идея понятно для всех диаспоры. Агана халабрыжу и решена халатшажут сейзилыскавом. Любой, даже вот вы говорили, да, вот человек приезжает с Египта, естественно, он там человек воспринимает окружающую среду в любом случае, где он окажется, во-первых, и мир трансформируется, и Апсура трансформируется, это естественные процессы, но, опять же, каждый человек, который приезжает, даже вот с Египта, которые люди приезжали, их все равно вот они хотят что-то вот отличие свое вот увидеть здесь именно в Абхазии, понимаете, то есть именно в Апсура, Азлачажу, Зубриги, Айкурхаша Аму. Ажама царала юзей курхазум. Избан зериха ажут акыта курча. Ахчу дни наркна. Из школа цедзомаст. Школ симаз. Айхабча ярхуз рцуича симаз айхабчарокон. Иха школа цобдхцо. Иха ужуранз гхадус яхаму. Хабсура хцасква. И ткалана. И все, он и тыжный хамазаров. То есть, аджу бедадзот, аджу акалак дадзот, аджу абдимадзам, мицазгудимадзам. И снаги так уабхиныш и нуккалак. Абаса псимазаров изи Библия, зуизахан Библию, подвизахан Корану, пар я абсурат, азцараква, псиден гуден чукгулу и гузуиму, атаки и пшарату, абас яртну. Шок и Мазаров. Убри и Курхатуб это специалисты должны делать. YouTube. Аджаба адула топ. Вот что, абснадгил джиргицезом. Ага. Абсуагиан хотер безшан хара алот, ага. Вот, а там знаешь, какая проблема? Вот одна коммуникация. Ты перечислил Библию, Коран, это все-таки сакральные вещи, сакральные источники знаний и мудрости. Вот просто написать ее все равно некоторые будут как инструкцию воспринимать. Мне кажется, тут можно шире подойти. Мы должны стать центром для абхазства, культуры абхазской, литературы, исторических. Когда мы будем хранилищем знаний и сакральных, как ты говоришь, в виде Апсура, и буквальных, и формальных, и исторических, и экономических, тогда сюда не потянутся. Кто-то по экономической линии, кто-то по культурной. То есть мы должны стать культурным центром. И тем более с учетом современных технологий, это в принципе не так сложно в смысле коммуникации. Наша большая беда, мы всегда пытаемся, даже вот сейчас, даже общаясь, мы все равно пытаемся себя всегда украшать. Я не украшаю, у нас проблем много. Да, у нас очень много проблем. Мы говорим про перспективу. И самая главная перспектива, чтобы страна была перспективной, привлекательной, конечно, надо внутри разобраться. Внутри. Ну, да, то есть у нас такое ощущение, что мы по сей день живем в советский период. Вы вот когда-нибудь... Помните такое? Никогда в советские времена никто не спрашивал. И сегодня такая же система, я как-то обратил на этот момент внимание, да? То есть человек устраивается на работу, он никогда не спрашивает, какая там зарплата. Первый вопрос, сколько там можно заработать. То есть он идет туда делать, то есть обделять себе заработать, обделять остальных окружающих. Да, честный диалог надо вести, научиться открыто разговаривать. Страна должна быть открытой. Хватит обворовывать свою страну просто. Да, вот хватит обворовывать свою страну. Должен быть абхазский проект. Не надо идти во власть, чтобы ее обворовывать. Да. Надо идти во власть, чтобы думать о своем народе. Вот когда вот такие принципы станут главенствующими, да, тогда и будет нормальная жизнь. Когда ты заходишь, просто все должно быть открыто. Почему сегодня... Еще, знаешь, я имею в виду, это проект, это дом абхазский, который каждый, кто-то кирпич принесет, кто-то 10 кирпичей на своем месте, кто-то крестьянин, но должен он знать, что он строит абхазский проект. Честное государство должно быть. Я имею в виду не только Абхазия, а не лживое. Тогда и будет все хорошо. Все население Абхазии, потому что мы не можем отгородиться от других общин национальных, которые... Мы должны их тоже переварить и должны им показать ценность
абхазской, и тогда мы получим Самая государство. большая ценность — честные взаимоотношения выстраивать как внутри, Да. так и со своей диаспорой. Можно красиво очень долго разговаривать, а не меняясь внутри, то есть мы никогда не будем привлекательными быть. Просто надо... Себя начинать, каждому из нас, и, наверное, и потом и государству. Здесь Надо- всегда все взаимосвязано. Как... Нам надо завершать, говорят, поэтому давайте подведем какие-то итоги. Я думаю... К чему нам надо стремиться? Да. Коротко, если вот можно. К так. честности. И все. И думать за свой народ. Тем людям, которые идут во власть, приходят, работают, вечно сваливать на то, что наш народ несовершенен. Это все обман. У нас народ, как и все народы, прекрасны. Просто надо относиться к своему народу с любовью. И в конце концов уже остановиться нормально, кто нажился, дай бог, чтобы все абхазцы нажились, остановиться и начать честно жить, и все, и народу будет легче. Здесь нас не миллиард, на всех все хватит, у нас страна очень перспективная и богатая, очень даже богатая. Сергей, يسحس عجة يسحر استخوب عقد يسحنش إسكينا جسود يزبانزر عقورة نسقوب عقد تباب صورة اشتاخروب ناس حرا حماجوب حرا يزن حمزم عبري تشاحون تكارغوب شي يشبرحو يعارت نزيجي دروغ يربرخاغ خو عجاج حي برخاغ وتقيتال جي حمو حرا ويزن حمزم حرا حماجوب حرا أبزي برحمة زروب حيدقلروب حرز حيبشروب الناس كي عن شهري حيت تزيجي возможность حقاي حرخور حرحتش بروبلم كم بروبلم غلطهم عباية رحمو زيجي له بروبلم حمزم أخا أوس هذا أولورب أوس عورب زيجي بزيا هايش كاري حقوب أوس هذا أولورب Да, еще حقوم زوقتي تنجي أوس عورب زيجي حمو Ацтерстахоп репатриация темы хоб хазлачажус я хеобреус я хогу хрипс джоп уайоп идеальных людей не бывает, но хочу поблагодарить этого человека в том, что в данный момент вот хочу подчеркнуть, хотел раньше об этом сказать, что вот Денайнер Рабхет заяйца обряйбиш, что их уже ранзаих, он вяжаш к сыркунзе, а он кузмуется, зрабхет зубрезарок проголана, ачкон шабрат ирктулан пияз. По 20 лет квартиру кузмуказ, убар рабхет резарок кургуло пихан, убрить сбит, и хат жги сад замбазист, убрезан, и табу пияз, шарстахоп, и узко бзиехат. Убриги итиги вамшин шеита. Приятно, что чиновников можно похвалить, и есть за что похвалить. Чиновника можно похвалить, нет, когда это хорошо, он честен, на самом деле, когда он держит свое слово. Правильно. Да. И это пример того, как надо к государству относиться. Возможно, я хочу сказать, что нам история который раз подарила вот шанс Всевышний, когда случилась война, и мы из нее вышли победителями, и получилась возможность построить государство. Но мне кажется, жизнь идет, жизнь вокруг нас меняется, нам нужно артикулировать, куда мы идем, как туда дойти, с какими силами. И в этом смысле потенциал диаспоры у нас очень слабо воспользован, поэтому нам всем надо думать, как нам всем построить этот общий большой дом, который будет распространяться на всю планету, где есть хоть один абхазец в любой стране. Я думаю, это все-таки достаточно параллельный процесс. Да, потенциал диаспоры абхазской, он не использован катастрофически. То есть мы разве что-то 1-2% использовали, а все остальное это для нас терра инкогнита. И в этом плане, мне кажется, здесь нужна не только как бы искать искать пути, чтобы сделать эту терру инкогнито уже и более известной, и более понятной, и более как бы приносящей какие-то свои плоды, продукты. Нам все-таки нужно для этого сделать еще, чтобы мы стали для этой диаспоры тоже некой привлекательной, стали нормальным государством. Это процесс, в котором должны каждый гражданин, каждый руководитель этой страны принимать участие. И тогда диаспора тоже, может быть, развернется и будет смотреть на нас другими глазами. Магнитом должен стать. И на этом, да, мы заканчиваем. Абзерас, Табук.
Тема не исчерпана, Да. она огромна. Мы просто сторонники того, что надо диалог начинать по разным проблемам. Абзерес, Дай Бог. Ацхал. Дай Бог, чтобы...